Владимир Путин сегодня начал турне по странам Средней Азии. Поездка, в программе которой многочисленные переговоры, приурочена к 25-летию дипломатических отношений между Россией, Казахстаном, Таджикистаном и Киргизией. И уже есть первые результаты. К примеру, Москва и Душанбе подписали соглашение в сфере труда и занятости. Одной из главных тем стала безопасность. Россия и Таджикистан договорились о совместной защите границы с Афганистаном. Какие еще вопросы попали в деловую повестку, расскажет Анна Воропай. В этой блиц-поездке так уже окрестили двухдневное турне по 3 странам Средней Азии. На счету каждая минута. Поэтому в Душанбе переговоры стартовали задолго до их официального начала. Сразу после теплого приветствия, а Владимир Путин здесь почетный гость, общение на ногах и протокольная беседа. Перед ее началом российский президент наградил таджикского орденом Александра Невского. А я со своей стороны еще раз хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете для укрепления российско-таджикских отношений. Россия – ведущий стратегический партнер Таджикистана, поэтому главная тема – экономика. В прошлом году по сравнению с позапрошлым объем взаимной торговли уменьшился на 15%, но позиции нашей страны здесь все еще сильны. Россия является и ведущим инвестором в таджикскую экономику. Наши компании вложили в Таджикистан более 1,6 миллиарда долларов. Эти переговоры лидеры стран назвали обстоятельными и результативными. И за их ходом в Таджикистане пристально следили. Новостей из Дворца наций больше всего ждут на Восточном базаре, на Шах-Мансуре, главном рынке Душанбе. Кого не спроси, или только что вернулись из России, или собираются туда, и ждут миграционной амнистии. Манзура продает фрукты уже 8 лет, дважды ездила в Москву на заработки. Оставляла 2 младших на мужа, а торговлю на красавицу-дочку. А сама в палатку возле метро Домодедовская. Я работала там с русскими. Они очень хорошие люди сперва. Они хорошо со мной общаются и с документами мне помогают. Ну, вроде нормально. Они еще хотят, чтобы я с ними работала. Тоже так на фрукте. Но так хорошо все складывается не у всех. Каждое утро ко входу на Шах-Мансур приходят мужчины в поисках работы. В день на таких импровизированных рынках рабочей силы в одном Душанбе их 5. Собираются по 300-500 человек. В основном депортированные из России. Стоят и ждут, когда подвернется хоть какой-нибудь заработок. Работа придет, мы пойдем. Вот кладка, штукатурка, стройка, вот стяжка, на все работа. Кто придет, вот говорит, у меня вот такой работа. Вот так без дела простоять на улице можно и неделю, и 2. Все хотят вернуться в Россию, но въезд закрыт. И причина, как правило, не криминальная. Просто разобраться в тонкостях законодательства не всем по силу. А кого-то просто обманывают мошенники. Деньги берет, обманули, поэтому-то. Фальшивый дают, потом поймали, там, патент дорого. Только вчера фальшировали меня, вот, документ у меня в кармане. Только вчера, 20-го, за то, что я 3 дня не прописывался. Россия, которая переживает строительный бум, нуждается в мигрантах. Тем более, что из-за высокого курса доллара поток гастарбайтеров сильно уменьшился. Но все равно сейчас в России работают около 900 тысяч граждан Таджикистана. И это только официально. В прошлом году они отправили на родину почти 2 миллиарда долларов. Это треть ВВП республики. После переговоров президенты подписали соглашение о сотрудничестве в сфере труда и занятости. И пообещали, что вернутся к вопросу об амнистии мигрантов, высланных из-за нетяжких правонарушений. В том числе по гражданам, которым по тем или иным причинам запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Мы это обсуждали. В целом решение найдено, и мы будем работать в соответствии с договоренностью с президентом Таджикистана. Отдельно в повестке вопросы безопасности. Владимир Путин назвал Таджикистан ключевой страной по поддержанию стабильности в регионе. Свой вклад здесь вносит и Россия. В Таджикистане находится наша военная база. Самая крупная из всех сухопутных вооруженных формирований за границей. Контингент совсем не лишний, с учетом того, что совсем рядом Афганистан. И оба президента обеспокоены угрозами оттуда. Особое внимание было уделено взаимодействию в борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и другими формами транснациональной организованной преступности. Мы отметили эффективное и результативное взаимодействие правоохранительных структур и условились о дальнейшей координации наших усилий в этом направлении. На этом официальные переговоры закончились, но лидеры стран продолжили неформальное общение. Во Дворце наций торжественный прием в честь Владимира Путина, на котором у президентов есть возможность обсудить все то, что не попало в деловую повестку. Анна Воропай, Вадим Степченко, Павел Варбузов, Анна Шклярова, 5 канал, Душанбе, Таджикистан.